Приветствую вас, друзья. Вы смотрите очередной выпуск «Мешков плюс». Это формат, где я и Иван Свяченко, привет, Иван Свяченко, Здравствуй, Михаил Сергеевич. общаемся с нашей аудиторией в прямом эфире и комментируем вместе происходящее событие. Иван, приветствую тебя. Иван, приветствую тебя. Здравствуй, Михаил, еще раз. Тут попросили тебя накрыть клуб, чтобы не было видно в кадре, я так понимаю, так? Давайте я тоже. Да, окей. Супер. Ну что, привет. В третий раз закинул он мне вот. Да, в третий раз приветствуем вас, дорогие друзья. Рады всех вас видеть на наших каналах, на канале Нукта МД в YouTube и канале Nonfiction Свяченко тоже в YouTube. Желаем, чтобы нас стало сегодня больше на обоих каналах, да, чтобы вы были более активны, комментировали, задавали вопросы. У нас сегодня есть несколько тем, которые мы бы хотели с Иваном обсудить, прокомментировать. По традиции мы начнем принимать звонки на 20-й минуте сегодняшнего стрима. Звонить вы можете нам по WhatsApp или по GSM по номеру 786-3011. Соответственно, если вы звоните из-за рубежа, то плюс 373 в начале, да, код страны, код Республики Молдова, 786-3011. Да? В общем, ждем ваших звонков, ждем ваших комментариев по поводу тех тем, которые мы сегодня затронем. Первая тема, с которой мы бы хотели сегодня начать сегодняшний выпуск, извините за тавтологию, да, это заявление Стояноглы об отсутствии диалога. Стояногла сегодня сделал пост, где говорится о том, что за 4 года правления ПАС диалог между Кишиневым и Камратом просто исчез. Ни одного совместного заседания, ни одной инициативы, даже жеста уважения Башкан Гагаузии так и не получил места за столом правительства, хотя это по закону, он обязан быть там. Молдова сможет идти вперед только с законом, доверием и уважением ко всем своим гражданам, включая жителей Гагаузии. Я, как житель Гагаузии, пока воздержусь от комментариев, хочу услышать твой, Иван, комментарий, как не житель Гагаузии. Не житель Гагаузии смотрит на ситуацию и немножко недоумевает. Угу. Была у нас группа парламентская. Да, она и до сих пор существует. Она до сих пор существует, но Народное собрание Гагаузии из нее вышло. Да. И только после выборов и после визита главы службы информации и безопасности в Гагаузию решила обратно зайти. Что-то вот такое случилось, приключилось. Башкан Евгения Гуцул находится в тюрьме. Угу. Сложно довольно вести какие-либо заседания, совместные инициативы проявлять с человеком, который осужден на 7,5, что ли, лет. Да. Вот. А что касается жестов уважения, по-моему, как раз очень уважительно СИБ общается с представителями Гагауза-Ери. Слушает, например, тот детский лепет, а если говорить грубо, откровенную чушь, которую господин Константинов, спикер Народного собрания, озвучивает в интервью Анатолию Голе, как он шел, споткнулся, бабах шор. И он вообще с ним не связан. Он с ним не связан. Случайно затащили его на съезд шоровский. В Москве. В Москве, да. Случайно он полчаса выступал на этом съезде. Да. Все случайно. Все, вообще. Он говорит, я вообще, говорит, был в гостях у дочери. Мне, говорит, позвонила Башкан. В гостях у сказки это называется. Да. И я, говорит, пошел. А что, говорит, я представитель Народного собрания, должен пойти. Должен ходить, и к Шору тоже должен ходить, и разговаривать должен, и в Израиль ездить. Тоже все случайно, спонтанно, детская неожиданность. Детская, такая. Да. Случилось, приключилось. Очень уважительно СИБ у нас смотрит на эти попытки, я даже не знаю, объясниться. В принципе-то всем все понятно. Если господин Шор ставит на нынешнее вот руководство Гагаузии, наверное, мы можем предположить, что там фигурирует финансовый вопрос. Да. У меня, если ты... Давай. Да. У меня тут два момента. Первый момент, мне кажется, за диалог, не кажется, а точно, за диалог долгое время отвечал господин Стояногла.
есть такая там... Как работает эта рабочая группа? Ну, для того, чтобы наши зрители понимали, как работал вообще процесс. Был в 2015 году создана эта самая рабочая группа. Еще Канду был председателем парламента. Там было несколько неудачных попыток. В конечном итоге ее создали. То ли парламент, по-моему, то ли сам председатель парламента, с одной стороны, и председатель Народного собрания, с другой стороны, значит, Нет, это было решение парламента, да. Создали эту рабочую группу, и председатель парламента, и председатель Народного собрания делегировали туда представителей. Это совместная рабочая группа парламента и Народного собрания, да. Ну, которая там должна была решать какие-то проблемы, диалог, 1, 2, 3, 10, законодательство, приведение в соответствии с Конституцией. В общем, вся вот эта вот красивая и непонятная очень многим терминология. Но при этой рабочей группе, если это можно так выразиться, официально это не так, но можно сказать, что был некий секретариат. Опять же, это так условно, это просто как бы сейчас, это можно сказать от себятина, но как это работало? Есть такая организация CMI, Conflict Management Initiative, да? Бывший фонд Марти Ахтисари, который занимался и до сих пор занимается разрешением конфликтов по всему миру. Марти Ахтисари, бывший президент Финляндии, да? Он создал фонд, он назывался фондом Марти Ахтисари, сейчас называется Conflict Management Initiative. Conflict Management Initiative присоединилась к этому процессу как такой медиатор, да, то есть между Кишиневым и Камратом, между парламентом и Народным собранием. Какие высокие отношения. Да. И Александр Стояноглу был там экспертом. До того, как он стал генеральным прокурором, он очень много лет года 3-4, ну, немного, там 3-4 года был там этим самым медиатором этого процесса. А это оплачиваемая должность? Да. Ага. Хорошо. 45 тысяч лей он получал там заработную плату в месяц. Ну, нормально. Это он задекларировал свои декларации о доходах. На телефонные звонки в Кишинев хватит. Хватит, да. Значит, и что-то как бы я не видел там какого-то прогресса в этом диалоге. Это первый момент. Второй момент. Вот Александр Стояноглу говорит о том, что, значит, Башкан Гагаузии... Нет, вот следующая фраза. Молдова сможет идти вперед только с законом, доверием и уважением. Ну, Молдова идет в Европейский Союз. С законом. С законом. Молдова идет в Европейский Союз с доверием. Уже вторые выборы подряд граждане Республики Молдова доверили Майе Санду и партии ПАС этот мандат. И Гагаузия, мне кажется, и общество гагаузское, сообщество, и руководство Гагаузии, там, неважно, какое оно, да, то есть это, конечно, важно, но это другой разговор, да, оно должно смириться с этим фактом. Мы идем в Европейский Союз, у нас другого выхода нет. У нас этот путь, у нас есть законодательство, которое предусматривает, что не нужно брать взяток, не нужно сотрудничать с органами, с организованной преступной группой. С этим нужно смириться. И с этим нужно смириться. Смириться, да. Да. Не стоит Да. с Шором Не стоит, сотрудничать. Это Случайно на съезды в Москве, Да. наверное, не стоит. Не стоит, да. Не надо брать деньги. Не надо ездить и договариваться с государством-агрессором о выделении какой-то там социальной помощи через Банк Министерства обороны Российской Федерации. Так вот, как будто постороннему человеку все это факты эти озвучишь, волосы дыбом встанут. Ну, конечно. Потому что цирк с конями. Ну, Константинов поехал, встретился с Илоном Шором в Израиль. Он, с моей точки зрения, не имел права с ним. Единственный, кто имеет право встречаться от имени Республики Молдова и из Республики Молдова с Илоном Шором, это прокурор. И встречаться нужно с ним не в Москве, не в Израиле, не в Тель-Авиве, не там, не где-то еще, а желательно в следственном изоляторе в Кишиневе. Что Константинов искал в Тель-Авиве на встречу с этим самым с Илоном Шором, я, честно говоря, не совсем понимаю. Сотрудничество. Сотрудничество, да? Инвестиции он же привез, 500 million инвестиций. Да где они, мы так до сих пор не видели, да. Это все противоречит закону. Как, окей, да, выборы прошли, я не вижу как бы какого-то прозрения среди Константинова, в поведении Константинова, в поведении всех людей. Они помогли Шору установить, привести к власти Евгению Гуцул, да, хотя он говорит, она, говорит, не принимала решения, мы понимали, что принимается решение в в Тель-Авиве, поехали, говорит, в Тель-Авив. Так если ты понимал, что она не принимает решения, что ты допустил, чтобы она стала Башканом? Что же такое за Башкан, который не принимает решения? Да. Вот, и мне кажется, вот эта вот риторика Александра Стояноглу, это сейчас оправдать все эти преступления, которые были совершены в Гагаузии в интересах Шора, в интересах Кремля, в интересах государства-агрессора, и обвинить во всем Кишинев. Кишинев сам виноват. А в чем Кишинев виноват?
Ты знаешь, Михаил, мне кажется, еще две, как минимум, есть возможные версии поведения господина Стайногла. Первое — это нет у него повестки, нужно чем-то заполнить эфир, Мгм. о чем-то говорить. А вторая, быть может, он смотрит на судьбу госпожи Гуцул и думает, ну, выборы ж когда-нибудь будут. Может, Мгм. он баллотироваться хочет в Башкана. Может быть и это. А может быть еще и другое, что это повесточка Москвы. Да, это объединяющая версия. Да. И ту, и вторую. Это повестка Москвы. Москва теперь... Мы же понимаем, что Москва не успокоится, да? Москва не оставит нас в покое, да, как бы мы не хотели этого, да? К сожалению, пока там находится Путин, он будет всех нас терроризировать. На дипломатическом уровне, на политическом уровне, в информационном плане, в военном плане, да, терроризирует Украину, да, вот устроил там самый настоящий геноцид уже в 4 года подряд, да, вот это вот, бьет по гражданской инфраструктуре, это совершение военных преступлений. Это такая геноцидная война, которую он ведет против Украины, против украинского народа. И в отношении нас он в политике устраивает самый настоящий террор. Я думаю, что эту повестку он будет толкать не только в парламенте. Там, обрати внимание, вот Стайногла сейчас толкает нарратив про то, что Кишинев игнорирует своих граждан в Гагаузии. Март Ткачук толкает нарратив о том, что игнорируют граждан в Приднестровье. Изолировали Приднестровье, приднестровцев всех записали в преступники, в сепаратисты и так далее. Да? У него же есть вот этот параллельный нарратив. Стайногла в этом направлении, Ткачук в этом направлении. Да? И во всем виноват Кишинев. А что вот в Гагаузии так случилось, виноват Кишинев. Все совпадения случайно. Все совпадения случайно. И это попытка оправдать, закрыть, замазать вот эти, значит, замылить глаза, оправдать Гагаузию, которая не демонстрирует на сегодняшний день никаких признаков прозрения. Я имею в виду среди политического руководства. Ну, с руководством, по-моему, почти всем все понятно. Да. И уважение это руководство вряд ли будет испытывать и пользоваться уважением, вряд ли оно будет. Слишком все очевидно. Мальдивы и его случайные встречи на съезде блока этого несуществующего «Победа» Да. это ж детский сад. Конечно. В конце концов. Вы люди серьезные, вы люди взрослые, не мальчики там из школы вышедшие. Потенциал высокий Да. у товарищей. Это несерьезное поведение для людей, которые претендуют на сколь-нибудь вменяемый диалог. А господин Стайногла, его немножко пластинку заело. Ну, да. Он же поднимает эти вопросы как раз вот как выборы закончились парламентские. Он постоянно как-то озабочен судьбой госпожи Гуцул. Она в правительстве не присутствует. А почему она не присутствует? Почему она до сих пор не присутствует? Может быть, она будет присутствовать? Знаешь, вот на старых патефонах там вот бывает иголочка сошкрябала дорожку Да. грампластинки. И она соскальзывает. И вот оно... бла-бла-бла-бла-бла. Иголочку нужно сменить, да, чтобы музыка продолжалась. Да. А тут нет, тут как-то собираем пыль и по новой, и по новой. Бывший кандидат в президенты, между прочим. Бывший генпрокурор. И бывший генпрокурор, мне кажется, должен задаться вопросом вообще, а что делаем с этими преступлениями? Мы как бы их забыли, их больше не было или что? Или мы как-то не заметили? Ну, было несколько примеров таких, на мой взгляд, вольных трактовок законодательства а-ля «ах, оставьте». Какая Амнистировать, разница? амнистировать нужно всех. Тут можно амнистировать, тут можно выпустить из тюрьмы. Не будем говорить эти фамилии. Тут неважно, что было в кульке. Да. Я жил с Шором в одном подъезде. Шикарная семья, Знаю всех, знаю его. да, рассказывает господин Стайногла. Много интересных таких поведенческих поступков господина Стайногла наблюдали мы за последние года полтора. Да. Ну, посмотрим. Но это, мне кажется, это давление. Давление, чтобы Кишинев что-то предпринял. Что? Вот я не знаю, что должен предпринять Кишинев? Ну, ты знаешь... Что и что? Опять же, это такое... Это текучка. Я, опять же, с моей точки зрения, здесь нужно отделять мух от котлет и зерна от плевел. Да? С одной стороны, я вообще не считаю, что слово «диалог» приемлемо к этой ситуации. Ну, какой диалог? Что значит диалог? Да? Есть закон... У нас вроде конфликт разрешен.
В 1994 году был принят закон об особом правовом статусе. Дальше этот закон нужно исполнять. Если Гагаузия считает, что в законе что-то не работает, она пускай выходит с законодательной инициативой в парламент. Есть, кстати, у Народного собрания Такая инициатива. законодательная инициатива. Если Гагаузия считает, что какой-то закон, принятый парламентом, нарушает компетенции Гагаузии, Народное собрание может обратиться в Конституционный суд. И Народное собрание уже не может говорить, что Конституционный суд этот механизм не работает. Он, пожалуйста, был закон с НДС, Конституционный суд отменил закон, да, он показал, что он способен принимать решения взвешенно, нейтрально, сбалансированно, да, и в том числе в интересах Гагаузии, если действительно компетенции были нарушены. Тут как бы никаких претензий нет. Дальше есть законодательные инициативы, законодательные механизмы, они работают. Какой еще диалог? Зачем тебе этот диалог? Это один момент. Второй момент. Нужно разделять жителей Гагаузии и особый правовой статус, в смысле руководство Гагаузии. Руководство Гагаузии и особый правовой статус Гагаузии – это одно измерение. Жители Гагаузии, как граждане Республики Молдова гагаузской этничности, представители нацменьшинств, это другое измерение. Здесь Кишинев должен работать, но это не должно быть связано с взаимоотношениями с руководством Гагаузии. Здесь должны быть программы по интеграции гагаузов, прежде всего языковой интеграции гагаузов, да? И не только гагаузов, и болгар тоже. С моей точки зрения, должно быть как можно больше школ с преподаванием на румынском языке на территории Гагаузии. Должны быть открыты уже давно садики с преподаванием на румынском языке обучения, для того, чтобы румынский язык здесь больше знали, понимали и так далее. И это никак не связано с особым правовым статусом. Это должна быть программа по интеграции гагаузов. И это должен делать Кишинев без оглядки и без диалога с гагаузской автономией. И тут, мне кажется, да, у кишиневских властей очень серьезная задолженность в этом вопросе. Какой диалог нужен? Я не совсем понимаю. Если Гагаузия совершила ошибку, она должна эту ошибку исправить и продемонстрировать, что она эту ошибку готова исправить и дать какие-то признаки. Но я не вижу никаких признаков. И да, Кишинев в этом плане должен работать более активно для того, чтобы наказать виновных. Тех, кто брал взятки, тех, кто распространял взятки. Кто случайно ездил в Москву. Кто заключал эти соглашения с Промсвязьбанком. Вот здесь должны работать соответствующие органы. Да? Правительство должно работать на уровне интеграции и развития региона. Прокуратура должна работать на уровне наказания преступления, которое было совершено. А руководство Гагаузии должно работать в плане того, чтобы осваивать особые компетенции. Да. И какой диалог? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, господин Стояногло, я думаю, в глубине души хотел бы не диалога, а монолога. Монолог у него удается вполне себе успешно. Мне тоже, да. Написал пост, и мы с тобой обсуждаем. Да. И у Кишинева просто нету какой-то проактивной повестки. Кишинев не понимает, что... По всяком случае, я не вижу. И тут, на самом деле, тоже очень серьезная проблема. Ни у президентуры нет видения того, что делать, как политику в отношении Гагаузии выстраивать. Ни у правительства этого нету, да. Я понимаю, что есть задачи поважнее. Европейская интеграция на носу. Нужно каким-то образом ее двигать вперед. Переговорный процесс с Европейским Союзом. Не до Гагаузии, в общем. Я это все прекрасно понимаю. Но если оставить проблему, как она есть сейчас, то она может аукнуться в самый неприятный момент. 28-й год. Давайте не будем забывать, что случилось в 2014 году, 2 февраля. Непосредственно перед подписанием договора об ассоциации. Провели тот самый референдум, который всех немножко так испугал, по большому счету. И если оставить в Гагаузии у руля тех же людей, которые сегодня, да, то я думаю, что это давать Москве весь карт-бланш на то, чтобы она в 2028 году организовала примерно такой же референдум или аналогичную провокацию непосредственно перед вступлением в Европейский Союз. Не подсказывай. Я не подсказываю. Там как бы люди сидят. Да. Да, уже закаленные. Друзья, у нас, в принципе, 20-я минута, значит, нашего стрима. Мы уже готовы принимать звонки. Я смотрю, в чатике тоже появились вопросы. Очень много вопросов появилось. Что спрашивают? Да. Наши прекрасные зрители. Наши прекрасные зрители спрашивают, значит, следующее. Я сейчас потихонечку буду читать, что у нас в чатике. Да, добрый вечер из Гютерсло. Здравствуйте, Германия, да. Приветствую вас. Алекс, значит, масляный круассан.
Или масляный круассан, как правильно? Масляный. Масляный круассан, да. Есть идея организовать мини-фото-выставку прямо на улице. Тротуар, где люди ходят в центре. Боюсь, что братский народ из КГБ отравит новичком. Если есть идеи, подкиньте. Это что-то я не могу понять. В чем это, да? Почему Россия... Это монологи. Да, монологи, да. Почему Россия не вводит ограничения на экспорт в Молдову майонеза? Это интересный вопрос. Мы сегодня говорили, что очень много российских товаров на наших прилавках. Я думаю, точно не по адресу вопрос. Не по адресу, да? Когда... Вы, конечно, товарищи талантливые, Да. но майонез, Россия, импорт. Значит, Василий Анатольевич, правда, когда Стояногла заговорит о своих сношениях с предателем и вором Шором? Надо Александра Дмитриевича Спросить. спрашивать. А у нас пока есть звонок из Финляндии. Ирина звонит. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас, Ирина. Здравствуйте. Да, я, к сожалению, прослушала начало программы. Я не совсем понимаю, если будет речь только о Гагаузии. Нет, Если только о Гагаузии. нет. Да, у меня два небольших замечания. Да, Что слушаю. касается Гагаузии, я думаю, что мы должны быть менее скромными. Все те, кто присылают деньги в Молдову, все те, кто привлекает такие проекты. Вот в Гагаузии я сколько ездила, есть, конечно, таблички, что вот эта дорога построена на деньги Евросоюза, эта дорога построена, там, детский сад или еще что-то. Но, к сожалению, если люди не умеют читать, мне кажется, эту информацию нужно доносить ярче, больше, крупными буквами, громче, чтобы не случалось такого, когда работники, например, университета или школы выдают те проекты, которые были сделаны на европейские деньги, за проекты, которые им подарила Россия. Я лично знаю, что были такие случаи. Это нехорошо. Интересно. Мы скромные, и это не место, это не место нашей скромности. Да, согласен. Первое. Второй вопрос. И- Да. Да, и давно хотела, слушаю вас давно, такую небольшую ремарку по поводу диаспоры, особенно перед выборами. Да. Начинается вот это раскачивание лодки, диаспора, вы вообще молчите, вы не имеете права что-то крякать и так далее, и так далее. Но Молдова очень маленькая страна, в которой наработать большой профессиональный опыт, широкий, разнообразный опыт, кругозор в одной стране очень сложно. Поэтому именно став вот ненадолго диаспорой, люди приезжают и уезжают, но когда они возвращаются, даже если просто в гости, если они приглашают кого-то из Молдовы к себе в гости, они показывают вот ту самую Европу, к которой мы смогли так приблизиться. Я думаю, что именно из-за вот этой диаспоры, такой активной и на выборах, не только на выборах, круглый год, дорога к Европе становится такой более ясной. Это, может быть, господин Дудон никому нафиг не нужен в других странах, ни в университетах, ни в фирмах, только там околачивается в Молдове. А люди, которые действительно профессионалы, находят свое место во всем мире. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое за ваш звонок. Да, диаспора, конечно, наша молдавская диаспора, это такая жемчужина. Это, У нас особое, Михаил, отношение к диаспоре. конечно, да. Я вообще дитя первых молдавских гастарбайтеров. 93-й год, когда вот говорят, партия ПАС пришла к власти, и вот начался исход населения, и все вот от этой желтой заразы ринулись из Молдовы. 93-й год, вот тогда, даже 92-й, тогда первые наши молдаване начали уезжать за границу, а дальше по нарастающей во времена коммунистов, ох-охо, сколько людей уехало. Ну, там было очень много волн диаспоры. Да, То есть это... миграции, в смысле, да. Это и трудовая миграция в 90-е, когда как бы здесь особо нечем было, нигде было заработать на пропитание. Потом, значит, диаспорой стали люди, которые могли оказывать более квалифицированный труд, менее квалифицированный труд. В диаспоре оказались студенты, большое количество людей, наше уже поколение, которое уехало туда получать образование, да, не говоря уже от поколения наших детей, там, младших братьев и так далее, которые добились очень многого, да, в международных организациях работают. Уже люди, которых Майя Санду привела в политику, там большое количество людей, которые получили образование, мастераты, докторатуру и так далее. Не можешь без Майя Санду, Нет, да? конечно. Давай еще одна такая новость, пока тут нам звонят и дозваниваются, да, депутат партии «Демократия Акасы» Александр Вершинин возмущен ценой кресла в его кабинете в здании парламента. Господина Вершинина дорогой стул.
на котором он сидит. Бывает. Значит, ему объяснили, что это было сделано, когда был ремонт. 500 евро, то там он... Да, 10 тысяч леев стоит стул, говорится, да? Дорогой стул. Дорогой, да. 2017 год, приобретение стула. Да. Кто был у власти? Задамся Вопрос. вопросом. Кажется, господин Плохотнюк и, кажется, господин Дадон. Да. Наш постоянный зритель из Германии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Григорий, да, слушаем вас. Сейчас еду, слушаю вашу передачу. Что заметил? Все, которые вам звонят и пишут, все именно люди, жители Евросоюза уже как бы, диаспора. Да. Что с России вам никто не звонит. То есть этот регион уже настолько уже, ну скажем так, потерял... Потерял что? Прервался Григорий, да? Да. Потерял то ли интерес к... Ну, я думаю, вернется этот интерес. Я не согласен. У нас с тобой, Михаил, был очень знаковый звонок. Первый наш звонок в «Мешках плюс» как раз от представителя Гагаузии. Да. Господина, не буду называть его фамилию, чтобы не загрязнять. Да, ты Бессарабия имеешь в виду, да. пространство. Тут мне подскажут, что Григорий еще он с нами на связи, он, скорее всего, закрыл микрофон. Григорий, откройте... Да, вы с нами, да? Да, я с вами. Как бы. И вот говорю, что это, видимо, уже Россия не столько актуальна для наших людей, что как бы вам звонки поступают, сообщения только из Евросоюза. И вы говорите, что до 28 года, если у партии ПАС не получится там, с Евросоюзом, там, вступление и все такое, то, возможно, прокремлевские партии опять начнут там будоражить что-то. Но я думаю, что навряд ли у них уже что-то получится, потому что время идет, людей все больше становится, они все больше привыкают к этому образу жизни. Поэтому, мне кажется, на следующих выборах у таких партий, как социалисты и им подобные, шансов вообще уже не будет. Они просто уже будут на обочине истории. Не пыжатся, но Кремль, мне кажется, уже все проиграл по всем фронтам. Очень оптимистичный взгляд у вас, Григорий, на этот же. Ваши слова да богу в уши, да. На то есть предпосылки. Складывалось у людей мнение, почему, что Россия такая великая, хорошая и могучая. Потому что они ездили туда, а теперь они увидели, что где они там работали, как они там существовали. И работая сейчас в Евросоюзе, они понимают, что это небо и земля. Какие социальные защиты у них здесь есть, какие у них как бы перспективы и для них, и для их семей. Судя по тому, как продается недвижимость на сайтах Молдовы, я вижу, что люди валят оттуда со скоростью гиперзвука. Поэтому мне кажется, что Евросоюз уже победил, образно говоря. Россия в этом плане уже проиграла. Поэтому господин Стоянов может уже переобувать тапочки и быстро пройдет в другую партию, потому что не успеет. Григорий, а вот такой вопрос, если можно с вами протестировать одну гипотезу мою, да. Вы же знаете, да, что большое количество из Гагаузии уже тоже в Германии, в Европейском Союзе, да, там там пол моего села там и так далее. Но, насколько я понимаю, до сих пор остаются в этом, в российском информационном влиянии. Правильно ли этот тезис? Да, я замечаю, что люди приезжают, я как бы работаю вот водителем, да. И замечаю, что люди приезжают, мы с ними общаемся, с Чудерлунги, там, сел, они все равно за Россию. Я говорю, ну а что ты тогда здесь? Граница открыта и в ту, и в эту сторону, езжай в ту сторону. Ну, я понимаю, что им родители это когда-то навязали, плюс еще общество молдавское, они приезжают сюда и уезжают. А не как я постоянно здесь, а они как бы, гастарбайтеры, образно говоря. Да. И они приезжают опять, они видят здесь хорошую жизнь и все такое. Но уезжая туда, опять возле бочки вина собираются и их по новой перепрошивают, понимаете? Я понял, перепрошивают. Обновляют прошивку. Да, там вино хорошее и быстро влияет на это самое. Поэтому у них быстренько там, все это засоряется по новой. Хотя по факту видят, что жизнь здесь другая, и то, что там творилось в России, может быть, то, что им говорят, они как-то это не сравнивают. Почему-то вот у них идет такой четкий раздел, что
Россия хорошо, спрашиваешь, почему, аргументировать не может. Вообще ноль аргументов. Я говорю, а в Европе же ты и покупаешь себе недвижимость в Молдавии, все можешь позволить. Да, но все равно вот в подкорке он любит все равно Россию. Я Объяснить понимаю. не может, почему. Я понимаю. Спасибо, Григорий. Спасибо большое за ваш звонок. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Приятного вечера вам, да. Ну вот, перепрошивка. Надо прошивку менять на другую. Ты знаешь, Михаил, это ж перепрошивка-то имеет свойство не то что распространяться, а дублицироваться и триплицироваться, когда 20-летние дети, ну, мне много лет уже относительно, но вот 20-летние люди, граждане нашей страны начинают с тоскою во взоре вспоминать прекрасный Советский Союз, Не родившись там. не родившись там, и говорить мне, который там это все посмотрел, Да, да. вкусил немножечко, но вкусил. Память у меня хорошая, помню. Я не знаю, как быть, как их переубеждать. Сложно. Сложно, да. Но это на самом деле, да. Не зря же Моисей 40 лет по пустыне водил, да, людей. Ну, Пока не поменяется. 34 года у нас уже независимость, а оно все никак не меняется. Никак не выветрится, да? Да. В 97 году я в декабре месяце, у меня был прекрасный случай, Новый год готовился справлять, и на базарчик пошел. Угу. И вдруг, ты не поверишь, что увидел. Что? Укроп. Невозможно себе представить в декабре 97 года укроп. А он продается. Продается. Худенький такие вот 3 лея пучок стоил. Пачка сигарет лей. Да. И купил 2 пучка. Гулял. Да. У меня было посыпано этим укропом все. Оливье, шуба, холодец, какие-то бутербродики с чем-то там. Невозможно было представить себе зимой укроп. Укроп заканчивается в сентябре Да. и до мая. Да. Его нет. Развалился Советский Союз. Прошло несколько лет. Появился укроп. А сегодня, в 2025 году, это же бред вообще про это говорить. Да. У нас Григорий из Португалии. Да, Григорий, здравствуйте. 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 Слушаем. Дмитрий Константинов, председатель Народного собрания Гагаузии, отрекся от Шора трижды. Согласно Библии, во время Тайной вечери Иисус Христос сказал прямо, говорю тебе прямо, Петр, не пропоет петух, и сегодня ты трижды отречешься от меня. Да. Какие предположения можно сделать насчет Константинова? Да. Почему он отрекся? Почему? Потому что петух не пел, а клюнул. Да, а это, это был вопрос? Ну, ответ был, почему-то петух, потому что петух не пропел, а клюнул, да. Да, ну, серьезно, если серьезно, если развыть и расшифровать то, что имел в виду Иван, то действительно петух клюнул в виде правоохранительной системы Республики Молдова. Вовремя предать, не предать, а предвидеть. Понимаешь, все афоризмами. Да. А еще есть пословица, поговорка про крыс. Ага. И корабли. Которые Крысы бегут с тонущего и корабли. корабля. Да. Ну вот, мне кажется... Опытный политик, взрослый бизнесмен, седой человек, господин Константинов, дай бог ему здоровья и долгих лет. Но он только в личной жизни, Иван, давай вот уточним. Ну, не в профессиональной. Профессиональную мы видим. Давай пожелаем деятельность. ему долгих лет в личной жизни, но только вот без... Долгих лет просто, причем в личной Да. жизни. Без вот этого вот участия, вот это вот... Удачи я ему не желаю в Ну, политической деятельности. У нас Владимир из Каушан на связи. Да, здравствуйте, Владимир. Bună ziua! Bună да. Domnilor, aș vorbesc în rusește, так кстати. Значит, у меня один короткий вопрос. Да, слушаем вас. Уже несколько лет как осужден Шор, Да, а его магазины, Мери Шор, да. еще открыты. В чем проблема? Не сможете вот поднять этот вопрос? Ну вот вы хорошо, кстати, подняли этот вопрос, господин Владимир, да, что действительно удивительно. В Каврате, кстати, он тоже открыт. Работает. Работает, да, эти магазины, да. И я, честно говоря, не понимаю суть этих социальных магазинов. Ну, это было для чего? Это что, ты не понимаешь, что ты понимаешь? Нет, это было для Сбор данных. Да. То есть они продолжают собирать данные. Не знаю. Мы видели столько уже штрафов
Да. И высоких штрафов, постепенно опьянение халявой проходит в нашей Да. стране. У меня была знакомая бабушка, которая ходила затариваться Да. в Машуровский магазин. Ну, это ужас. То, что там продается, сосиски, они дешевые, где-то лет 50 они Очень стоили. низкого качества, да? Это невозможно. Ты их варишь, они исчезают. Сосиска исчезает в кастрюле. Ее нет. Вот если ты ее 2 минуты поварил, сосиски Что, нет. серьезно? Я клянусь тебе, Михаил. Ее нету. Она растворяется в пену такую. Серая пена получается. Ужас. Я марку не назову. И да, не будем делать рекламу, да. Или антирекламу. Алло? Я не, нет, так я не знаю эту марку. Кто может такой кошмар выпускать? Да, Владимир, да. У нас есть звонок из Великобритании. Да. Виарел, извините. Виарел, здравствуйте. Алло, Да, Виарел. Да. алло, да, здравствуйте, ребята, да. Да. Я хотел там маленькую ремарочку Да-да. насчет моего коллеги, гастарбайтера из Германии, и насчет как бы не умирания, а исчезновения российских гастарбайтеров из Визора. Я хотел сказать, что очень важно, я думаю, какие не велу культура, не велу Да. персона. Да. Почему скажу? Я в Великобритании, я гастарбайтер из Великобритании, да, и как вы помните, по нашим выборам никто из Великобритании не вышел в парламент, кроме ПАСа. Да. Но хотел уточнить, я не хочу как бы казаться, я не знаю, каким-то там умным, не знаю, там, ученым и так далее, но если сравнить диаспору из Великобритании и диаспору, скажем, из Италии, где там и Ман вышел, там и демократия Акасы, и все. То есть, с моей точки зрения, это зависит все-таки, опять же, как наша диаспора, какие, я не знаю, che studiare, если вы понимаете, о чем я. Я вас понимаю. То есть нивелу деэдукации очень-очень-очень важен. Я думаю, для Республики Молдова очень важно вот туда прямо смотреть и постоянно вот закончить вот эти цаски и так далее, что мы вот проевропейцы там вот такие нежные и так далее. Нужно всем постоянно вот напрямую говорить. То есть быть более жесткими, вот как вот эта демократия Акаса, либо этот Чебан, который вот врет и врет и врет и врет. А нам нужно постоянно, вот фактами постоянно вот добивать. И как девушка из Финляндии говорила, нужно постоянно бдеть об этом. Везде, то есть не жалеть инвестиций на это. Инвестиции в образование вы имеете в виду, так? Не слышу? Инвестиции в образование или в разоблачение фейков? Что вы имеете в виду? И в образование, и в разоблачение фейков. Да. То есть даже не стесняться, даже в школе там добавлять, вот я не знаю, вот прямо вот такую вот вместе с историей там объект в школе, там разоблачение фейков и так далее. То есть вот как многие говорили, финансовое образование очень важно. Но я думаю, как нам история вот нынешняя показалась, это гибридной войной. И политическое образование тоже очень важно. Я с вами полностью То есть согласен. у меня есть политическое образование, но это в Академии экономических наук, да? Но Да. я думаю, ее нужно намного раньше ставить. Там 7 класс уже, мы должны уже это учить детей. Я с вами полностью согласен, но тут нужно быть очень осторожным и очень подготовленным, потому что я наблюдаю Конечно. по Грузии, пускают... Есть такой предмет, как гражданское воспитание. И очень часто приглашают преподавателей не из школы, ну, допустим, каких-то там знаменитых личностей из региона. И в некоторые школы приходят такие люди, которых я бы, например, боялся допускать до учеников, потому что они распространяют самые настоящие фейки. Допустим, да, вот... Ну да, Да. 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 Но про политическое... Извини, Михаил. Про политическое образование я не имею в виду, чтобы пригласить кого-то. Нужно вот прямо политическую теорию в школу учить. Ну, я с вами Что согласен, такое, да. я не знаю, политологию нужно включать вместе с финансовым образованием. Почему? Потому что мы учим всякие там, я не знаю, арта, не знаю что и так далее, да? Но вот важные инструменты мы не учим.
Я с вами согласен. Вот Урок мне гражданского нужно было, что мне воспитания... около где-то лет 30, чтобы я начал изучать правильно политологию, понимаете? То есть это очень важно для нас. И вот, к примеру, вот финансовое образование, ну, не знаю, 80% из Молдовы, которые остались дома, они не понимают, как налоги, вообще они не знают. Им думается, что все там, я не знаю, с неба падает. Ну, вот у нас же Откуда, финансовая как можно пирамида просить была. пенсию, если ты ничего не сделал для этого? Как? Да, тут очень много вопросов, кстати, да, Понимаете? по поводу... То есть Да, по у них поводу... это должно быть и все. Да, согласен. По поводу отчислений в пенсионный фонд. Откуда появляются пенсии? Люди не совсем этого понимают. Финансовая пирамида ТУКС. Блин, 25-й год на дворе. Я читал у Иона Стурза подробности Да. этого дела. Ну вот Они смотрите, вот хотели этот, который... 5% в день заработка. Это Да, Это извините, как? Михаил, вот этот, который вышел в парламент, который типа без костюма, и что-то там говорит насчет там аграрной там индустрии и так далее, а у него там по 3500 лей он выплаты в год. Как можно вот таких людей допускать к парламенту, чтобы они об этом говорили, если они ничего не сделали абсолютно? Согласен, полностью согласен. Но с образования нужно начинать, и оно должно быть не только техническое, да, образование, потому что у нас такое наследие еще Советского Союза, где вот физика, математика — это важный предмет, а гражданское воспитание и история — это не совсем важный предмет. Да и образование тоже, знаешь ли, не панацея. Посмотри на Додона в парламенте. Он же создает неформальную группу дружбы с Российской Федерацией. Да. Он что, новости не читает? Он что, политикой не интересуется? В курсе всего Додон. Конечно. Но при этом настаивает на... А все равно Да. настаивает на своих Да. инспирированных, видимо, Кремлем. Спасибо, Виарел. Поблагодарим Виарела за участие. Почему? Потому Да. что электорат Додона, вот почему? Потому что электорат Додона вот с очень большим извинением ко всему ему электорату, но это не образованный электорат. Он говорит как быдло для быдла, понимаете? То есть вот это его электорат, к сожалению. Да, Виарел, спасибо большое. Спасибо большое. Ну Хотя бы да, радует, что мы быдлом... быстренько, Давай- хотя бы радует, что Да. он меньше и меньше, этот электорат. Да, спасибо, ребята, да, Да, хорошего дня. спасибо большое. Да, мы быдлом никого не называем, все для нас одинаковые, и мы бы, наверное, не взяли на себя ответственность рассуждать, где диаспора образования, где не образования. Конечно. Вся диаспора как бы важна для Республики Молдова, и та, что в Италии особенно, да, знакомым, и очень, скажем так, большой вклад каждая из диаспор вносит в развитие Республики Молдова и в сохранении нашего европейского пути развития. В той же Италии, по-моему, за 70% под 80% проголосовали за европейский путь развития. Тут как бы никаких претензий с этой точки зрения быть не может. Да. Все мы сограждане Республики Молдова. Я предпочитаю делить общество по этому признаку, не по национальностям, не по вероисповеданиям, не по материальному доходу, достатку, не по историческим каким-то корням. Мы граждане Республики Молдова. Кто я? Молдаванин. Почему? Потому что у меня паспорт Республики Молдова. Совершенно верно, да. Поэтому, да, все для нас важны, всех мы любим. Да, Ну, всех. не всех. Да, вот сейчас вот я вот тебе вот ткнул, Михаил. Да, ну не всех, да, диаспору я имею в виду, да. Ну, тоже не всех, ну что ж. Тоже не всех, Разные да, люди, согласен, разные. согласен. Чего ж всех? Но при этом, да, отмечаем, что вот, допустим, в той же России голосуют по-другому. Мы скорее найдем общий язык, по-видимому, с представителями молдавского общества за рубежом, Да. обычно в Европе, да, у нас наши базируются, Да, нежели с большими любителями господина Додона. да. С Вот ними сложнее. тут Но, с тем не тобой менее, согласен. мы граждане нашей страны. Ну, я, допустим, соглашусь, наверное, с Виарелом в одном, что в диаспоре тоже нужно работать, и диаспору тоже нужно защищать от российских нарративов. Диаспора, она большая. Посмотри, что произошло с румынской диаспорой. Как Да, она вдруг резко там- трансформировалась, да. Начали голосовать за Джорджеску, понимаешь? Вот нам тоже нужно как бы заботиться о том, чтобы не произошло
таких же метаморфоз нашей диаспоры, допустим, в Европейском Союзе. Ну и, конечно, лучше читать книжки, нежели смотреть ТикТок. Да. Я вот со своей филологической точки зрения Согласен. настаиваю на этом. Потому что Россия, насколько я понимаю, сложа рук не сидит, она работает в той же диаспоре, для того, чтобы каким-то образом изменить баланс предпочтений в диаспоре тоже. Ну, ты помнишь голосование на президентских выборах, а, по-моему, на этих тоже, на парламентских было, когда Шор нанимал людей, которые на телефончик брали и снимали всех, кто пришел проголосовать на зарубежных участках. В Да. Эстонии это было, в Италии Да. это было. Наблюдателей нанимали за Они же, 300 эти люди евро. там живут. Конечно. Конечно. Ну вот 500 евро помахали, это что-то такие суммы говорили. Да, да. И все. 300-500 евро. И нашлись люди, которые пошли, типа, а что нам? А другие говорят, и за 1000 не продам свой голос. И за 1000 не продам свой голос. То есть тут как бы расслабляться не надо. Вот о Нет, чем идет нет. речь. Да. 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 Звонит Александр из Кишинева. У нас звонок. Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотел сказать на одном из прошлых эфиров, вот в тему пенсии, да, Да. что вы говорили с женщиной, по-моему, которой 58 лет. Мария, да, и была. она, ну, так, в таком... Мне показалось, что вы довольно грубо сказали ей по поводу пенсии. Типа, знаете, какой посыл был, как Медведев говорил? Типа, денег нет, но вы держите. Типа, неоткуда брать пенсии, неоткуда люди уезжают. То есть, это все понятно. То есть, но это не проблема простых людей решать, откуда брать денег. То есть, нужно как-то, чтобы люди переходили на сторону ПАС, чтобы они хотели в Евросоюз, а если так говорить, то получается, что они только больше озлобятся и как бы закроют свои, так сказать, ракушки. Я сожалею, что как бы показалось, что вы были грубы, и мы это абсолютно не это имели в виду и не хотели быть грубыми в отношении Марии. Просто мы задались вопросом, а вот где же брать, скажем так, деньги на то, чтобы платить пенсии. Вопрос ведь шел о чем? О повышении пенсионного возраста. Не о том, где брать деньги для того, чтобы платить пенсии сейчас, а где брать деньги в будущем. А для того, чтобы в будущем у нас не возник коллапс пенсионной системы, то важно, необходимо повышать пенсионный возраст. По-моему, об этом была дискуссия. И если я... Вы если я не говорили ошибаюсь. с таким посылом, что типа денег нет, но как бы неоткуда их взять. Как мне кажется, надо как-то больше эмпатии к таким людям проявлять, которые в уязвимом положении находятся, чтобы они понимали, что они чувствовали защиту со стороны государства, чтобы они чувствовали поддержку, и чтобы они не думали, что там пришло сейчас второе правительство ПАС, и сейчас вообще еще больше гайки закрутят, все пенсионный возраст повысит, и все. Ну, мне кажется, это важная дискуссия, которую нужно обсуждать с разных сторон, да, то есть, да, в том числе и находить способ для того, чтобы поддерживать и людей, которые находятся в социально уязвимом положении, но в то же самое время нужно отделять, да, то есть отделять пенсию от помощи социально уязвимым людям. Те, кто сейчас уже оказался в социально уязвимой ситуации и не может зарабатывать денег по тем или иным причинам, да, по состоянию здоровья, то там, безусловно, государство должно изыскивать средства для того, чтобы им помогать. А если говорить о людях трудоспособного возраста, да, то тут, мне кажется, нужно вести дискуссию и объяснять людям, почему необходимо повышать пенсионный возраст. Потому что как бы у нас может на самом деле возникнуть коллапс пенсионной системы. То есть тут как бы нужно отделять. Да, те, кто в социально уязвимом положении, как бы, да, это одно, и государство должно изыскивать средства для того, чтобы им помогать, и возможность, да. Но те, кто могут трудиться, то есть там нужно говорить и объяснять, что да, нам нужно повышать пенсионный возраст для того, чтобы не настал коллапс системы. Такие дискуссии, мне кажется, нужно вести как раз и объяснять людям, что такие вопросы будут подниматься, ну, как мне кажется, только после того, как Молдова вступит в ЕС, потому что там будут и другие деньги совершенно, и все прочее. Согласен, но как бы... Мне кажется, мы должны уже зайти туда, зная ответ на этот вопрос. Опять же, это мое мнение. Ну, окей. Ну, Да. в принципе, это все, что я хотел сказать, что нужно как-то, мне кажется, больше эмпатии. Согласен, да, согласен. Будете да. проявлять больше эмпатии. Я помню 99-й год и введение
обязательного медицинского страхования. Партия коммунистов выступала резко против и говорила, что у нас страна бедная, что Молдова не может себе позволить обязательное медицинское страхование, что это налог настолько большой, настолько кошмарный, что если он будет введен, то Молдова исчезнет, лишится государственности, ну и далее по списку. С другой стороны, я общался с людьми, которые разрабатывали эту реформу. Они сказали, что если бы мы еще промедлили года 1,5-2, у нас исчезла бы медицина в Молдове. Просто вот раз и нету. Так что тут налог новый, налог никто не любит платить. А если не платить налог, то не будет у нас медицины. Да. Так что понятное арифметика тут штука такая серьезная. Да. Спасибо большое, Александр, за ваш звонок. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам, да. Ну, это такая важная дискуссия. На самом деле, кстати, ты знаешь, насколько я сейчас не собираюсь хвалить, да, потому что сейчас скажу, что я хвалю Аллу Немиренко, да, которая принято ее критиковать, да, но с другой стороны... Мною не принято. Того и не принято, да, и нужно признавать заслуги людей, которые сделали хорошее для нашей системы здравоохранения, и в то же время нужно признавать тот факт, что у нас, ты совершенно прав, да, есть система здравоохранения, люди могут обращаться к медику, да, и мы не находимся в ситуации, как, допустим, на Западе, да, где, во-первых, визит к доктору стоит дорого, во-вторых, ты не можешь к доктору попасть по щелчку пальца, а у нас привыкли, да, что вот ты к доктору попадаешь по щелчку пальца. Вот ты позвонил доктору, да, и он тебя должен записать не через месяц, не через 2, а вот буквально вот как можно скорее, сегодня, максимум завтра. И если ты сегодня-завтра, максимум завтра не попадаешь к доктору в Республике Молдова, то это уже как бы трагедия большая. Об этом принято трубить. И это в том числе благодаря тому, что у нас есть страховая медицина, которая поддерживает всю вот эту вот систему. И большое количество услуг, которые люди получают бесплатно. Да, это все, конечно, можно предъявлять к этому претензии. Хочется, чтобы это было бы гораздо более лучшего качества. Я уверен, что сейчас найдутся люди, которые позвонят мне и скажут: Михаил, ты там вообще... Коррупция не искоренена. Коррупция не искоренена, и вообще люди получают очень плохие услуги. Да, все это, конечно, есть, но тем не менее... Факт остается фактом. Да, Юрий, здравствуйте. Франция на связи. Алло. Да, Юрий, здравствуйте, слушаем вас. Putem să vorbim în limba română? Да, vă putem, sigur că putem. Sigur. Da, sigur, da, vă ascultăm. Da, eu vă Mihail, mă uit des la voi, vă doresc, dar vă rog, vorbiți mai mult în limba română. Ia că amuia numai ce voi ați vorbit cu colegul tău, vorbit că suntem multe nații în limba Moldova, dar eu spun în țara Moldova, dar eu spun dacă toate națiile, bulgare, găgăușă, ar vorbi în limba română, ar fi încă mai bună. Dar așa toate națiile astea vorbesc în limba rusă și când spune că da, ce să vorbesc în limba română dacă asta nu e limba corectă? Îi tot spun, разговаривай на романă языке, asta nu-i corect, nu-i corect asta. Și vă rog și voi, dacă vreți așa ceva să spun, eu vă susțin. Dar vorbiți visiunile voastre în limba română, vă rog. Sigur că noi vom considera această opțiune mai departe, dar... Nu că vă impun, nu că vă impun, dar e mai corect. Voi sunteți, eu tot moldovean. Da. Eu sunt din diaspora. Dar voi sunteți pe loc acolo și voi, dacă provocați pe moldoveni să nu vorbiți în limba română, deci cu cum să ne mai luptăm noi cu rușii dacă e acolo pe loc? Eu am observat că mai mulți rusofobi și rusofili și ruscă-говорящие, cum spune că răzgăvat la ruscă языке, mai mulți ca cum au fost în 2-3 ani înainte, din urmă. Toți mai e limba rusă, dar noi suntem în țara Moldova, nu suntem în Rusia. Eu înțeleg dorința și durerea dumneavoastră, dar în același timp noi nu putem ignora faptul că noi în Republica Moldova avem regiuni întregi care, din păcate, nu vorbesc limba română. Da? Deci, iată, luăm Găgăuzie. Uitați-vă care e situația. 95% de locuitorii auta Găgăuzia, din păcate, nu înțeleg limba română. Și când vorbește ceva președinte sau când vorbește ceva prim-ministru în limba română, ei nu înțeleg. Și cineva trebuie să le traducă. Și de obicei le traduce Maria Zaharova, înțelegeți? Și Maria Zaharova vine nu doar cu traducere, dar vine și cu interpretări. Și noi am nimerit în situația când o regiune întreagă a rămas izolată, înțelegeți?
Și noi trebuie să fie cineva, noi ca jurnaliști, ca să explicăm oamenilor ce se întâmplă, ca să interpretăm lucrurile în interesul Republicii Moldova și în interesul parcursului european al Republicii Moldova. Da, când vom nimeri în situația când toți 100% vor înțelege limba română în Republica Moldova, atunci da, sunt de acord cu dumneavoastră. Asta e obligat să vorbească în limba română, e obligat că te duce, de pildă, când vii în Europa. Eu, dacă aici trăiesc 20-30 de ani, eu sunt obligat să vorbesc în limba lor. Haideți, domnul Iuriu, haideți vă dau încă un exemplu. Eu sunt de acord, e obligat, da, dar iată, crește un copil în UTA Găgăuze. El duce la școală, se duce la grădiniță, unde se predă în limba rusă. El nu poate să găsească, nicio grădiniță nu avem în limba română, ca să înțelegeți. Da? Asta e corect, da. Și cine este responsabil să creeze acele grădinițe cu predarea în limba română? Nu eu, dar statul. Nu doar primărie, dar statul. Unde? Ce face statul? Da, deci primăria tot e de la stat. Și primăria, dar școli. Iată, vorbim despre școli. Da, de acord. Deci, de unde să luăm profesori? Deci statul trebuie să gândească, dar când vor spun stat, eu am în vedere Guvernul Republicii Moldova, nu? Așa, e corect, da. El e obligat, dar în același timp statul este obligat să creeze condiții. Dar dacă statul nu a creat, ce pot face? Ce pot să facă? Ia uite, Mihail, încă o întrebare. Da. În ce țară să mai este așa ceva în Parlament să vorbească în limba rusă, în Parlamentul nostru moldovenesc, să vorbească în limba, deputate care ne învață pe noi legile, să vorbească în limba rusă? Băi, iată, asta deja trebuie să punem această întrebare lui domnul Grosu. De ce el permite astfel de... Da, asta trebuie de interzis la toți care mulți care cunosc, dar special ei nu vorbesc în limba română ca să intereseze pe ruși. Rușii văd că nu le face nimic, dar ce să noi să vorbim în limba lor? Să vorbească ei în limba noastră. Da, eu sunt de acord, dar în același timp noi trebuie să cerem adică să cerem statul să facă tot necesarul ca regiunea Găgăuză, regiunea Taraclia, să aibă mai multe școli de predare în limba română, înțelegeți? Nu doar una... Să impune, nu da, sigur. Că e statul. Da, nu se spună, tu ești obligat să vorbești în limba română, dar în același timp n-a creat condiții necesare ca omul să învețe limba română, înțelegeți? Asta e corect, dar vezi că pentru că când românul a venit, uitați-vă, domnule, când românul a venit, el a venit nu doar cu impunere, dar a adus și școli și profesori din România, corect sau nu? Corect, da, corect. Eu țin minte, pe noi ne impuneau să noi facem o zi de lecție literatura moldovenească și 4 zile învăța în limba rusă. Păi, iată, vedeți... Eram tot cu așa școală. Trebuie să fac și invers. Orică acum la țările pribaltice. Examen. Până în 1 an de zile, 2 ani de zile, nu-i dat examen de limba română. Facem așa. Dacă nu-i strict cu ești străini, nu poți să faci nimic. Strict legea, pentru ce mai fac legi? Da. Pentru ce mai fac legi și condiții, domnul Iuriu, legi și condiții, corect? Sau da, e clar. Vă mulțumesc, domnul Iurie. Da, mă bucur că am găsit un numitor comun. Da, mersi mult. Succes, da, cele bune. Da. Iată așa, domnul Ion. Eu tare vreau vă dezvolta nivelul meu personal de empatie și nu vă spun nimic despre problema ăla. Da, ok. Punct, da, ok. Deci, luăm câteva întrebări din chat sau ce facem? Deci, dacă sunt. Дeci, о oră суntem, то есть мы уже целый час в эфире. Если у нас есть звонки, мы примем еще один звонок. Давай я сейчас быстренько пробегусь по чатику, да, и, значит, задам вопросы, если есть в чате, да, значит... У нас было еще много тем, которые мы хотели обсудить, да. Помнишь, Иван, по поводу Кишинева мы хотели поговорить? Да. И эти темы мы оставим на среду, да. Да, почему нет? Да. Проблема Чебана, например. Что так в среде рассосется? Да. Нет. Нет, конечно. Не рассосется.
Да, у нас есть еще один звонок, мы дождемся этого звонка, да, но это интересный вопрос. Кстати, вот, когда мы говорим о диалоге, когда мы говорим о том, что должен делать Кишинев, мне кажется, должен вкладывать больше денег в создание школ для преподавания на румынском языке. Да, да, Татьяна, vă ascultăm. У нас Татьяна на связи din Chișinău. Татьяна, bună seara. Bună seara! Da. Dacă îți poate, eu am să vorbesc în limba rusă, ca să cuprindem auditoria dumneavoastră. Да, Татьяна, вы рок, да. Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, Иван. Добрый Давно вас смотрю, но, к сожалению, очень тяжело дозвониться до вас. Наверное, очень много желающих. Я коротко небольшую ремарку по поводу очень больного вопроса пенсионного обеспечения хочу сказать. Да. С 1999 года в Республике Молдова произошла реформа системы пенсий. Да. И мы отошли от советской системы пенсий, когда всем давали одинаковую сумму ежемесячную, и перешли на страховую пенсию. Да. И уже с 1999 года очень активно мы всех информируем, граждане, из своей зарплаты отчисляйте страховые взносы. Настаивайте, чтобы ваши работодатели заключали с вами трудовые договора, чтобы вам начисляли полную зарплату. Но, к сожалению, молдаване радуются, когда им дают на руки 80% зарплаты, а официально декларируют только 20% в лучшем случае. Не зря вот на последнем заседании бывшая министр финансов четко сказала, даже в высших эшелонах страны люди умудряются жить с семьей на 30 тысяч в год. Мы даже знаем, о ком она это говорила. Мы даже знаем, кого она имела в виду. Он будет рассчитывать, этот гражданин. Согласен. И его жена тоже. Вы, я так понимаю, из системы социального страхования или из пенсионного страхования, правильно я понимаю? В этой области работаете или нет? Да. Просто я когда слышу, у меня прямо ножом по душе проходит, потому что Национальная касса социального страхования очень активно информирует граждан. Наблюдайте за своим индивидуальным персонифицированным счетом. Получайте логин и пароль. Смотрите, что у вас записывается в информационной системе, потому что из этих данных вам потом будут начислять пенсии. И не радуйтесь, что вы сейчас кого-то хитрите и получаете на руки 2000 лев в месяц, а 20 тысяч вам... То есть 2000 декларируют, а 20 вы получаете на руки. Да, Татьяна, вот такой уточняющий вопрос. Да. Вы хотите сказать, что человек для того, чтобы узнать, сколько у него было отчислений, может это сделать не только придя в кассу социального страхования, но может зайти в свой аккаунт в интернете, да, на сайте кассы социального страхования и в онлайне это смотреть. Михаил, но для того, чтобы он попал в этот аккаунт, там же данные персонифицированные и защищаются законом. Он должен подойти в любую территориальную кассу Республики Молдова или в городе Кишиневе своим бюллетеном с свидетельством, личным удостоверением и получить логин и пароль для того, чтобы иметь доступ. И там он увидит все свои рабочие места с 99 года, всю свою заработную плату с 99 года, страховые взносы. Кроме того, если он получает какие-то выплаты из бюджета социального страхования, больничные пособия детям, пенсии, там все это видно. А также мы отсканировали трудовые книжки, которые были изъяты из обращения. И там он увидит и свою трудовую деятельность до 99 года тезисно включено. În linii generale este și activitatea până în anul 99. Кроме того, имея доступ к своему личному счету, там есть калькулятор пенсий, расчетчик своей виртуальной пенсии, который тебе покажет, сколько у тебя будет твоя потенциальная пенсия, когда ты выйдешь, достигнешь пенсионного возраста. То есть механизмы есть, но люди, как обычно, стараются
обойти закон и быть хитрее, чем хотят власти создать им условия. Ну, я понимаю, да. Но это на самом деле важная Когда дискуссия. мы Да. молоды, о пенсиях не думаем. Когда мы молоды, об этом не думаем, мы думаем, что я не доживу я до пенсии. А вот к нам приходят очень много людей, которые жалуются, что они не виноваты, что они не знали, что работодатель их обманул. Так об этом нужно следить ежемесячно, следя за своим индивидуальным счетом. Извините, может быть эмоционально, но вот товарищ, который решил как-то вас пожурить за вашу интонацию, он не прав, потому что это очень острый вопрос для Республики Молдова, учитывая наше демографическое положение. И каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее свое и за то, что он обеспечивает своим родителям. Ведь тем, что мы сейчас платим страховые взносы, мы создаем фонд для пенсий нынешних пенсионеров. Да. А для нас будут наши дети создавать пенсии. Так если они так будут вертеться, и, допустим, бухгалтер только 500 леев декларирует, потому что она работает по 2 часа в неделю, а придет возраст пенсии, нас будет спрашивать, а что такая маленькая пенсия, почему государство ее не защищает? Да. То есть помимо пенсионного возраста есть еще вопрос трудовой занятости, да? Государственное пособие. Да. Помимо вопроса пенсионного возраста, есть еще и вопрос того, чтобы указывали весь объем дохода и со всего объема отчисляли пенсионные фонды, правильно? Сколько ты заплатил налогов? Конечно, да. Да. Doamna Tatiana, eu vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp să ne sunați și explicați. Da. Cu mare drag. Eu chiar cer scuze pentru emoții de la dumneavoastră, de la telespectatori, de la ascultătorii dumneavoastră, dar chiar e o problemă, în special persoanele care lucrează pe stihotare, ei știu cât e de important să contribui cinstit la fondul de pensii, fiindcă te simți pe urmă asigurat. La noi, în Republica Moldova, întrebarea asta e foarte neglijată. Da, eu vă doresc o seară cât mai plăcută și telespectatori activi. Sunteți tare bravo ambii și vă ascult cu mare plăcere. Да, Mulțumesc tare mult. Foarte mult, да, vă mulțumim, да, seara plăcută, да. Ну, спасибо большое за звонок. Очень полезно да, такое очень послушать. полезный, да, безусловно, это очень важный. На самом деле, это очень важный разговор, потому что, да, ну, если есть звонок, да, мы можем принять еще один, да, давайте. Да, и спасибо, Доня Татьяна, за этот звонок и за вот это вот детальное объяснение того, как можно проследить за своими пенсионными отчислениями. Я слежу, вот у меня в мобильном телефоне это все видно. На Ева, да? На Ева, да. На Ева, да. Ну, вот эта штука с калькулятором, что ты можешь прямо вот в режиме реального времени посчитать, сколько на данный момент, благодаря тем отчислениям, которые ты сделал, посчитать, какая приблизительно пенсия будет, когда ты выйдешь на пенсию, это вот очень такая... Надо примерно предугадать, какая у тебя будет зарплата в следующие годы. Да, Наталья din Strasbourg, da, Natalia, bună seara, Natalia. Bună seara! Bună seara! Am o mare plăcere să discut cu dumneavoastră. Vă mulțumim. Vă urmăresc cu mult drag de mult timp. Am cea mai mare plăcere să vă aștept în fiecare lună și joia. Da, mersi mult. Și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru țara noastră. Ivan, îl respect foarte mult, cu toate că nu vorbește limba, dar el face foarte mult, mai mult ca și noi care vorbim limba. Vă mulțumim. Așa, eu am două... Da, mersi. Eu am două întrebări. Da. Una am vrut, adică nu sunt așa întrebări, decât mai multe, niște ofuri, cum s-ar fi, da? Da. Am ascultat pe Constantinov, nu de mult, a fost la TV8, da? Da, la Golea, da. La Anatoli Golea, da. Da, la Anatoli Golea. Mă uit cu așa o nerușinare omul ce-ala vorbea acolo. Cu atâta, eu am crezut că sparg televizorul să-l ascult. Atâta o nerușinare și atâta un pozor pentru toată Găgăuzia. Așa o autonomie frumoasă. Am fost de vreo 2 ori acolo. Nu am fost multe ori, am fost de vreo 2 ori.
Așa un curs de rai frumos aveți acolo și pădăbiște asta de Constantinov, mă scuzați că zic așa. Da. Da, și chiar el ar trebui să plece de acolo. El chiar pozorește toată autonomia aceea. Scuzați-mă, dar eu nu văd altceva ce aș putea spune de omul ăsta acum. Sunt de acord cu dumneavoastră, Și a doilea. 100%, da. Da, scuzați-mă. Și a doilea. Ce face atâta Ion Cioban în Parlament? Spuneți-mi, vă rog. Eu nu prea înțeleg. Omul ăsta a spus că rămâne în primărie. De câte eu înțeleg, el are la dispoziție o lună ca să plece de acolo. Și eu, de câte eu înțeleg, o lună se termină foarte curând și el va pleca din Parlament, așa înțeleg. Dar o lună... Omul ăsta vrea să stea cu fundul pe două scaune, după cum înțeleg. Deocamdată, da. Scuzați-mă, dar așa văd. Așa este, da. Trebuia să plece deodată, da. Eu sunt chișinăuiancă. Da. Eu sunt de la Chișinău și abia aștept să fie alegerile și vin special numai pentru asta să votez contra omului ăsta. Atâta rău face omul ăsta și eu nu știu, el chiar crede că noi suntem orbi și nu vedem. Eu nu știu ce crede el, dar eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunteți la Strasburg și vedeți cum este amenajat orașul. E bine, da, orașul e mai vechi decât Chișinău și are mai multe posibilități, dar eu întotdeauna mă mir de ce ei au rezolvat problemele cu trafic și cu parcări neregulate, dar Chișinău nu poate să le rezolve. Și iată, acest subiect vom discuta și cu Ivan miercurea viitoare, da? Deci, dar problemele există și se pare că el nu vrea să le rezolve. Și, într-adevăr, Chișinău trebuie să caute un alt... El nu mai vopsește buzele orașului și asta e tot. El crede că noi chiar suntem orbi. Eu nu înțeleg omul ăsta și atâta batem pas. Băi, noi singuri știm unde-s greșelile pasului. Noi le știm și noi le vedem. Dar noi nu avem mult de ales între multe partide care să ne ducă acolo unde ne vrem, da? Exact. Și de atâta mergem încetișor cum mergem. Dar ăsta bate și bate. El crede că el mai tare ne enervează contra lui. El asta nu înțelege. El mai tare ne enervează. El, da, dar, iată, așteptăm alegeri și acolo punem un verdict. Cei chișinăuieni, eu nu pot vota la Chișinău. Iată, eu m-am născut la Chișinău. Ioan e chișinăuian și el tot, da. Plăcere să vă aud. Da, și noi, da. Salut și lui Ivan. Mulțumesc mult. Mulțumim. O seară bună. Cele bune. Ну вот, я так понимаю, что тема Кишинева станет... Актуальна, да. Станет одной из таких важных тем наших подкастов. Будем готовиться к 2027 году, что ли? А в 27-м, да, выборы? Ну, 26-й мы проживем, да, без выборов. Да, вот последний звонок принимаем, давайте. Принимаем последний звонок, и да. Я поеду в Кишинев. Пробки как раз к этому времени... Не факт. Не факт, да? Факт. Что, серьезно, после 8 часов еще пробочки? Ну вот я давеча до вас добирался в пятницу. Да. Окраина Кишинева, Градина Ботаника, стадо. Пробки нью-йоркские. Я в Нью-Йорке такое видел из Манхэттена в Бруклин, из Бруклина в Манхэттен. Ужас. Вот мне сказали, она двигается, эта пробка. То есть не намертво все стоит. Но мы ехали, там эти 1,5 квартала, ну, минут под 20. Ужас. Это не очень нормально. И это никакой не Новый год, никакая не Пасха, не Крычун, не Радоница. Это обычный день. Да. Лора из Кишинева до нас зазвонилась. Лора, здравствуйте. Ой, приветствую, ребята. Опять на вас попала. Я рада. Здравствуйте. Подметила нюансы в вашей программе, в вашем дуэте. Да. Иван заговорил на румынском. Как это приятно. Слушайте, также приятно, это я нюансы, детали. Также приятно было парень второй раз Гагаус Григорий, по-моему, из Германии. Да, из Германии, да. Меня радует, вот как радовал Чернев, обожаю его, так и этот Гагаус меня радует. У вас слабость с Гагаузом, Лора, я так понимаю, у вас слабость с Гагаузом. Нет, потому что это наше слабое место. Понимаете, с Приднестровьем, похоже, решается.
Не прошло и 2 года, не прошло и, да, сколько там, 30, больше 30, вот потихонечку интеграция сама по себе, люди сами приезжают, устраиваются, в основном хорошие люди. Да. Я ехала как-то с таксистом, такой скромный, хороший парень. Да. Я пристала к нему как принципиальный человек, потому что присоединяюсь к молдаванину из диаспоры. Просто безобразие. Потихоньку надо... Да, мы их понимаем, но говорим на румынском, потому что здесь не Россия, это правда. Надо потихонечку их приучать. Я очень деликатно говорю с людьми в парке, я собачница, мы с собаками гуляем. Я им буду меняться, они мне отвечают. Все замечательно, мы понимаем друг друга. То есть румынский верный акцент потихонечку. Давайте, может быть, ребята, знаете как, я не собираюсь в вашу редакцию лезть, но, может быть, иногда, вот как вы делаете, Михаил, иногда на румынском переходим спокойно, нормально, потому что это справедливо, в конце концов. Сколько Согласен. можно? Да, согласен. И что-то я еще хотела вам сказать. Да, вот, приятно, что Иван заговорил на румынском. Иван говорит на румынском. Да, Стесняется знает периодически. румынский. Вот хитрый жук сидит там. Да. Нравятся ваши шутки. Спасибо. Я понимаю, что это речепрок должно быть. Кто-то дает тему и с легкостью вам говорит, вы вторите, и это все динамично, интересно, да. И, ребят, правда в том, что, я не знаю, видите, как мне... Я думаю, вы меня поймете. Я молдаванка, и я заметила, несмотря на то, что понимаю, большой отток интеллигенции молдавской уехала, в том числе молдаване, и здесь в основном, вот какая ситуация. Видели, как выборы состоялись? Да. Меньше нас румыноязычных, и больше русское. Тогда, может быть, действительно говорить громче об этом. Во-первых, ненормально, я согласна, в парламенте, что это за фигня, извините за грубое слово, в парламенте это женщина-коммунистка на русском говорит. Диана Караман, Диана Караман, это да? ненормально. Да, Караман. Да, Диана Вот Караман. это Караман и так далее, и тому подобное. Понимают прекрасно они румынский. Понимают, говорите, имейте уважение к парламенту, к стране. Да. Вот и все. К народу, Извините, а то я заведусь сейчас. Согласен. Сумасшедшая. Спасибо. Да. Спасибо, ребята. Спасибо, вам Лора, опять да. же удачи. Всего хорошего. Хорошие темы поднимаете. И мне нравятся наши люди. Классные темы задают порой, да? Неожиданно так. Да, конечно, А согласен. Гагаузы все-таки... помню, я быстро, дискуссия была... Вы мне говорите опять Гагаузия. Да, Гагаузия это больное наше... Это тема наша больная. Мне жалко, что люди-то мудрые, добрые, щедрые и трудолюбивые. Ну, с характером такие. Знаете, как говорят о чеченцах, что они такие с характером. И у нас в народе говорят о гагаузах, что они такие с характером. Упрямо Так немножко. Вот хотелось бы, чтобы Упрямо. характер, да, ваш характер пошел на то, чтобы вы добились своего, справедливость, чтобы была, чтобы автономия на самом деле была. Согласен. Чтобы гагаузки с малых лет начали, а не то, что говорят, приходит дед, бежит к нему внук, он ему на гагаузском, а внук на русском. Ну, это Есть такое, согласен. трагикомедия, вы понимаете, это Согласен, грустно. согласен. Это такая нация маленькая, но интересная. Неужели исчезнет, как в России много исчезло? Нет, мы замечательных сделаем все, чтобы она наций? не исчезла, Очень жаль Лора. будет. Мы сделаем все, чтобы она не исчезла. Да. И гагаузский язык, чтобы не Пожалуйста, исчез. я вижу. И вижу, что и Иван тоже делает все возможное. Он к вам приезжает. Конечно, да. Он умница. Мне нравится, что вы нашли друг друга, ребята. Спасибо, Лора, спасибо большое. Хорошего вечера вам. Да, приятного спасибо. вечера вам, да, спасибо. Да. Иван, Пекурынт, Михаил. Пекурен. Ну что, друзья, спасибо большое. Тут добавить нечего, на самом деле. Вот это вот выступление Лоры, я думаю, такой хороший финал, да, сегодняшнего выпуска. Я добавлю, что примерно 90% моего общения на улице, оно идет на румынском. Как бы вот так. Отлично. Друзья, спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Спасибо большое за ваши звонки. Сегодня был очень активный эфир. Очень много звонков сегодня было. Благодарим вас за это. Благодарим
Благодарим вас за комментарии. 10 звонков сегодня было в студию. Благодарим за ваши комментарии, за вашу дискуссию в чатике. Да, и вам благодарю тебя сегодня. Спасибо, Михаил. Спасибо, наши прекрасные зрители. Да. Увидимся, друзья, в среду. Это будет обычный подкаст без звонков. А вы пока делитесь, ставьте лайки, друзья, этой трансляции. Значит, на канале Not.md, на канале Nonfiction Свяченко в YouTube, да. И Мешки Плюс будут по понедельникам. В следующий понедельник мы с вами опять увидимся. И опять будем общаться в прямом эфире. Спасибо, друзья. До свидания.